Меня зовут Бронских Александра Андреевна, я руководитель и главный тренер спортивного клуба по художественной гимнастике «Либерти». С детьми я работаю с 2011 года, то есть получается уже 10 лет моей тренерской деятельности. Трудности, они как бы всегда есть, конечно, но больше таких ярких и позитивных моментов. Вообще, художественная гимнастика, я думала, кстати, над этим вопросом, да, художественная гимнастика – это моя жизнь, вот так вот можно, да, сказать, потому что я уже 25 лет занимаюсь художественной гимнастикой. Сначала как гимнастка я занималась, потом уже в тренерской деятельности, и ты все пропускаешь через себя. Наверное, вот это вот основная какая-то трудность, то есть ты все, абсолютно все пропускаешь через себя. Все какие-то неудачи, если они бывают на соревнованиях или в тренировках, ты это очень все долго анализируешь и не можешь до конца, так скажем, отпустить. То есть бывают такие моменты, когда ты думаешь, очень долго не можешь отпустить. И все детские какие-то переживания, потому что они иногда делятся даже со мной больше, чем со своими родителями. То есть я иногда знаю больше, чем их родители. И ты это тоже все пропускаешь через себя, потому что на соревнованиях, на сборах ты находишься с детьми 24/7 постоянно. И все про них знаешь и радуешься как и их победам, так и их поражениям каким-то. Вот это, наверное, самое сложное. Тренер – это должен быть человек с очень крепкой нервной системой. Потому что вот действительно, это каждый тренер вам подтвердит, мы все пропускаем, абсолютно все через себя. И гимнастика, она просто вот 24/7 в нашей жизни присутствует. То есть даже когда ты заканчиваешь тренировку, ты приходишь домой, и ты все равно дальше у тебя все равно идут эти разговоры о гимнастике, да? Ты ищешь музыку, ты смотришь видео, ты придумываешь купальники, в которых твои девочки будут выступать, ты ищешь соревнования, ты постоянно находишься на связи с родителями. То есть это все такой процесс замкнутого, да, круга. Но это здорово, потому что гимнастика очень многое дает, конечно. И тренеру, и спортсмену. Но каждый ребенок индивидуален, и точно так же, как и каждый тренер индивидуален. И это здорово, когда ребенок находит своего тренера, и это все совпадает. Но вообще, я хочу сказать, что когда все детки маленькие, это очень легко. Потому что главная задача тренера, когда приводят к тебе маленького ребенка, это рассказать ему, что такое гимнастика, да? Влюбить ребенка в гимнастику, показать ему, насколько это красивый вид спорта, и что это ему понадобится, это нужно ему в дальнейшей жизни, и нужно попробовать этим заниматься. То есть я считаю, что все девочки, все маленькие девочки должны пробовать начинать заниматься гимнастикой. Когда дети приходят маленькие, то им нужно просто сначала показать, что такое гимнастика, да, и когда они уже влюбляются в этот вид спорта, когда они уже раскрываются в этом виде спорта, они сами уже себя мотивируют. Когда, вот история, кстати, да, когда у детей проходят дни рождения, и девочки поздравляют, они всегда всем желают только первых мест, только олимпийских медалей, стать чемпионами мира. И мне кажется, это лучшая мотивация, да, тем более дети постоянно выезжают на соревнования, они выезжают на сборы, и они видят, у них есть возможность видеть сильнейших гимнасток. И, конечно, естественно, они тянутся к этому результату. За последние 5 лет, потому что я приехала 5 лет назад в Якутск. И за последние 5 лет я могу сказать, что художественная гимнастика очень сильно стала популярна здесь. То есть сейчас она находится прямо на своем пике. Вот. Художественная гимнастика, здесь занимаются практически все девочки. Очень много появилось клубов, очень много появилось различных направлений. И гимнастика очень молодой вид спорта, и сейчас ей начинают заниматься уже с 3-4 лет, приводят девочек заниматься.
Ну и, конечно, гимнастика у нас сейчас популярна и развивается также благодаря нашей Федерации художественной гимнастики, благодаря ее поддержке, благодаря ее инициативам и благодаря личным инициативам Людмилы Валерьевны Николаевой. Также я хочу отметить, что гимнастика у нас развивается не только в Якутске, да, то есть она развита, в принципе, еще и в Нерюнгре, да, есть 2 школы художественной гимнастики. Гимнастика развита в Мирном. Гимнастика есть у нас в Покровске, то есть в Хангаласском Лусе. Да? И это очень здорово, что не только вот все мы здесь собрались в Якутске, а еще и по районам это все расходится. Тоже по инициативе Федерации, по инициативе Людмилы Валерьевны привлекаются к работе с девочками сторонние специалисты вообще очень высочайшего уровня. Да, это, например, наша Татьяна Николаевна Грибкова, это президент Федерации художественной гимнастики Ульяновской области. Она просто высочайший специалист в своем деле, судья международной категории, и она приезжает, делится с нами своими знаниями, да, с молодыми тренерами, подсказывает, показывает, всегда с ней можно быть на связи, и она очень плотно сотрудничает с нашей федерацией. Это постановщик тоже с мировым именем Елена Юрьевна Афанасьева, которая ставит программы для наших девочек, для нашей сборной, с которыми они потом выступают на соревнованиях российского уровня, всероссийского уровня, да, такие как Первенство России, такие как Надежды России. Это очень здорово, что такие специалисты, благодаря, опять же, нашей федерации, могут нам помочь, могут приехать и помочь нам, или мы можем к ним выехать, и они нам также помогают. Вообще идеальный возраст, да, для занятий художественной гимнастикой считается 5-6 лет. В 5-6 лет обычно это то время, когда у ребенка уже нет психологического барьера остаться 1 на 1 в зале с тренером, который еще и будет просить его делать какие-то упражнения, а маму нужно будет оставить за дверью. Да? То есть я всегда рекомендую начинать именно в этом возрасте, 5-6 лет. Но сейчас гимнастика вообще очень стремительно становится моложе. Да? Если, например, когда я занималась, нас набирали с 6 лет, еще позже, да, до меня там можно было в 8-9 лет, да, прийти, то сейчас уже приводят в 3-4 года. Но мы всегда говорим о том, что в 3-4 года берем детей только когда они психологически готовы. В гимнастике есть очень хорошая правило: тише едешь, дальше будешь. То есть не надо никогда торопить события, не надо никогда торопить ситуацию. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и тогда мы сохраним ребенка до спорта высших достижений, да, так скажем, до высших спортивных разрядов. А когда сразу начинаешь вот очень, так скажем, поднажимать на ребенка, да, особенно когда родители видят в интернете, что ага, вот ребенок один уже там, например, садится на шпагат там, с 3-й рейки, да, а мой ребенок еще не сел на шпагат даже с пола, да, то есть это неправильно. Нужно оценивать всегда только своего ребенка. Не надо его никогда сравнивать ни с Машей, ни с Олей, ни с Катей. Это ваш ребенок индивидуален. И правильный тренер всегда найдет нужный подход к вашему ребенку. А по поводу того, что возраст, в каком можно приводить или поздно, не поздно, ну вы знаете, сейчас, как показывает практика, уже в 8, в 9, в 10 лет профессиональной гимнастикой уже, конечно, заниматься поздновато. Да, то есть это будут только какие-то спортивно-оздоровительные группы, оздоровление общее, физическое, да, потому что просто будет очень сложно догнать тех детей, которые пришли заниматься, например, в 5 лет, потому что они уже будут работать с предметом, у них уже будет какая-то более сложная программа, и просто очень будет сложнее схватить материал, да? Вот. Но были примеры как бы и в нашей истории, да, российской художественной гимнастики, когда, например, в 9 лет привели серебряного призера, да, Олимпиады в Лондоне, Дарью Дмитриеву. В 9 лет ее мама привела в зал, и ничего ей не помешало стать серебряным призером Олимпиады. Опять же, это зависит от
возраста, и это зависит от уровня подготовки, да. То есть есть массовый вид спорта, есть у нас спорт высших достижений, да. То есть когда приводят девочек 5-6 лет, они все очень хорошенькие, они все колобочки, они все закатываются к нам в зал, потому что от бабушек, от дедушек их все любят. Все им все покупают, можно все кушать в неограниченном количестве. Да? На строгую диету в 5-6 лет никто их, конечно, не сажает. Да? Но мы обязательно проводим беседы и с детьми, и с родителями, и рассказываем им, что сладкого кушать много не нужно, хлеба мучного кушать много не нужно, булочки нужно тоже в магазине не покупать. И дети как бы это все вот через такую форму, да, немного игровую, они это все очень легко воспринимают. Вот. Когда дети становятся уже взрослее, когда они переходят на первые там, спортивные, да, на спортивные разряды, первый разряд, второй, КМС, мастера спорта, они сами понимают уже, что им можно кушать, а что им нельзя кушать. Потому что дети очень все быстро впитывают, они все прекрасно понимают, и иногда даже лучше, чем взрослые. Как такового отбора нет, да, то есть мы берем всех гимнасток, всех желающих гимнасток, мы берем и уже дальше их распределяем тоже по уровням подготовки. Кто-то хочет заниматься 2 раза в неделю, кому-то нужна группа выходного дня, кто-то хочет заниматься 3 раза в неделю, да, готов заниматься в будни. То есть когда они приходят только на первоначальном этапе, как такового отбора нет. Конечно, мы бы хотели, чтобы приходили все тонкие, звонкие дети с данными. Это, наверное, мечта любого, да, тренера. Но, как показывает, опять же, практика, и гимнастки со средними данными, да, при должном трудолюбии, они могут добиться более высоких результатов. Я вообще считаю, что в гимнастике, да, основные вот такие 3 кита, так скажем, для того, чтобы получился результат какой-то хороший, да, это, во-первых, трудолюбие. Трудолюбие и со стороны, опять же, ребенка, да, о чем мы говорили про ленивый талант с вами, и со стороны тренера. Тренер должен быть заинтересован также на 100% и включен в работу точно так же на 100%. Да? Это первое, трудолюбие. Второе – это, конечно, здоровье. И я всем своим детям всегда желаю только здоровья. Будет здоровье, будет все остальное. Потому что, к сожалению, тоже, опять же, не бывает профессиональных спортсменов, у которых нет травм. Да? То есть мы сейчас говорим именно про спортивные достижения, не про массовый спорт. Да? Не бывает профессиональных спортсменов без травм. И наша задача как можно меньше провоцировать вот эти вот травмы, да? Сохранить как можно дольше наше здоровье. И это зависит как и от тренера, и от родителей, опять же, и от ребенка. И вот трудолюбие, здоровье, и я считаю, что нужно еще немножко везения. Это обязательно. Вот. Везение, удачи, в нужное время оказаться в нужном месте, чтобы тебя заметили, да? Потому что очень часто бывает, когда ребенок, например, из глубинки, может быть, она приезжает на какой-то всероссийский турнир, на всероссийские соревнования, и именитый тренер может ее заметить и может просто подойти и пригласить уже дальше куда-то.